Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Вот и отгремели новогодние праздники. Поздравляю всех вас с наступившим Новым годом, и пусть он принесет вам все самое доброе, светлое и радостное. Меня зовут Маркова Любовь Михайловна, я председатель общественной организации «Намский район за трезвый образ жизни», координатор Якутского республиканского отделения, Общероссийская общественная организация «Общее дело по Намскому улусу». Сегодня у нас тема 10-я, у нас заключительный урок. Сегодня тема «Реальный путь без зависимостей. Шаг к свободе». И мы узнаем, как нам сделать шаг к свободе, к светлому пути, без зависимости, чтобы она стала реальностью. Я в тот раз на 9-м уроке рассказывала про свой опыт работы в Намском улусе, но мы также ездили и с такой просветительской работой в Булунский улус. И сегодня я хочу вам поделиться этим тоже опытом, как мы работали в Булунском улусе по проекту республиканского общественного движения «Автоледи Республики» под руководством Байшевой Лены Матвеевны. Называется она «Возрождение трезвости в селе Таймылыр». Это не только оказание, там есть еще по проекту оказание материальной помощи, оказание людям финансовой помощи. Но основная задача – это, конечно, возрождение трезвости. И вот автор проекта Байшева Лена Матвеевна, она директор. И 7 марта по 22 марта 2019 года мы ездили. И с нами принимала участие нарколог, врач Неустроева Илья Михайловна. Она сейчас работает в реабилитационном центре «Лотос», и она очень хороший врач. Мы с ней там, провели очень большую работу. Дальше можно показывать, да, без перерыва. И вот выглядит так село Таймылыр Булунского улуса. Как вы знаете, это крайний север. Вот ездят единственный транспорт это на буранах. Вот они приехали, привезли материальную помощь на таких буранах. Вот мы проводим беседы среди учащихся по школам. Голосуют дети за то, что в будущих своих семьях они за трезвые праздники. Новый год, например, будут отмечать без шампанского. Вот я объясняю им тоже по методу Шичко, урок беседа. Они очень внимательно слушают, внемлют буквально и выбирают трезвый образ жизни. Все они так голосуют. Также среди педагогов охват у нас, работники культуры были охвачены. Все бюджетные работники нами были охвачены. Так, мы в больнице, в Таймылырской больнице проводим тоже среди персонала и среди пациентов свои беседы. А это Центр социальной помощи семье и детям, и я всегда говорю, кому как не нам, педагогам и социальным работникам, говорить о трезвости. Правильно? А в стационарном отделении в наркологии в Тикси поселке мы там застряли на неделю из-за непогоды. И каждый день они писали дневники по методу Шичко. Я потом это расскажу подробнее, как работает этот метод именно заполнения дневников по методу Шичко. Посетили музеи, конечно, в Тикси. Музей школы у них очень замечательный есть в селе Таймылыр. И у них очень, конечно, жизнь такая трудная, отсутствие, затрудненность связи, дорог с районным центром. Только на вертолете можно. Мы и прилетели на вертолете. По охвату мы всего в Булунском улусе 450 человек мы охватили. Из них 350 человек в Таймылыре.
и 100 человек в поселке Тикси. В Тикси мы были даже в военной части, среди военнослужащих мы проводили свои беседы. В наркодиспансере вот мы там каждый день ходили. Еще организовали для нас встречу с учащимися ПТУ, там есть профтехникум, и с педагогами мы там тоже провели беседу. И по методу Шичко вот хочу, значит, остановиться, как действует этот метод. Сам Геннадий Андреевич Шичко – это кандидат биологических наук. Вы уже в курсе из ранее проведенных бесед нашими коллегами «Трезвой Якутии», да, что он был психофизиологом и изучил именно процесс зарождения, возникновения алкоголизма и как можно с этим бороться. Потому что он, когда еще воевал, он был свидетелем того, что люди напивались, совершали различные там случаи, допускали и так далее, конечно. И поэтому он посвятил, можно сказать, свою жизнь тому, чтобы избавлять людей от этой зависимости. И он понял, будучи ученым, что это не заболевание никакое, это не болезнь, да, а именно заблуждение. Это неправильное программирование. Любой человек рождается трезвым, и по жизни эта программа входит в него извне. Он говорил, что человек не виноват, что он является там или культурным питейщиком, или алкоголиком. Такой его сделала среда. И по незнанию также те, которые и совершают сами эти программирования, они тоже по незнанию друг друга программируют. И он говорил, что алкоголизм начинается не тогда, когда ребенок выпивает или подросток выпивает первую рюмку. Алкоголизм начинается именно тогда, когда он видит первую рюмку в руках у матери или отца. И с этого и начинается. Это значит уже принятие позитивного образа алкоголя, питья. Да. И 2 вида работ можно проводить вследствие этого. Он говорил, что есть слово увиденное, услышанное, написанное, вернее, напечатанное и написанное самим человеком. Конечно, любой вид слова имеет свою силу. И можно работать методом убеждения. Например, мы убеждаем друг друга, что это неправильно, не надо так делать. А есть еще способ, когда человек перепрограммируется, и тогда он включает эти 3 способа видения слова, да? Услышание, видение и напечатанное слово. Когда он сам пишет, все эти 3 способа он проводит, и поэтому 100 раз сильнее на него воздействует. И первый метод, мы в большинстве случаев убеждением, словом, мы, например, в данное время я тоже убеждаю словом, у вас это будет слово услышанное. И когда программа у человека поверхностная, не сильно глубоко сидит, алкоголепития, да, тогда человек может исправиться. В свое время и я в далеком 96-м году, когда Майоров Александр Николаевич приезжал в Якутск и читал среди педагогов свою лекцию, впервые я услышала, и это прослужило толчком к тому, что я приехала домой и сказала своему мужу, что мы больше не будем отмечать Новый год с шампанским. Представляете, это был разрыв стереотипов. Я раньше думала, что я не алкоголик, я не выпивающая и так далее. Я только покупаю шампанское 1 раз в год на Новый год. Как будто без шампанского этот Новый год не наступит. Смешно, правда? И потому что окружение все такое было. Никто мне ни разу никогда я и не читала, и не слышала, чтобы кто-либо говорил, а можно встретить
праздновать и без шампанского. Представляете? Это был разрыв стереотипов. Поэтому вот те, кто слушаете сейчас по телевизору, по радио, для вас это тоже такой случай, как вот случай произошел со мной. Это как счастливый случай, как бы, да, что в нужном месте, в нужное время вы оказались у экранов и видите сейчас. И это здорово. И представляете, и муж тоже согласился тогда, говорит, ну хорошо, оказывается, объясняю, да, ему, когда мы ставим шампанское, мы программируем своих детей, что вот это самое хорошее такое зелье, которое напиток должен быть на столе в праздник. Ставим в центр стола, выказывая уважение и почет этой бутылке. Дети это уже наматывают на ус, как бы образно говоря. И они уже в садиках рисунки такие рисуют, когда говорят, ну, изобразите праздник, уже на столе обязательно бутылка, это они еще не пьют. И вот видите, как, в чем вот в чем прав Шичко, что алкоголизм начинается от увиденной рюмки в руках родителей, а не тогда, когда уже выпили сами, да? Вот, поэтому уже это идет программирование, и тогда вот воспитанники даже детских садов, оказывается, они уже готовы к употреблению, просто они физически этого не сделали, хотя психологически уже готовы вполне к употреблению и ожидают своего времени и часа, когда им, ну, как говорят родители, 18 будет или тогда. А ребенок что думает? Он говорит, а я уже большой, да, и он доказывает всеми путями, всеми способами, что он уже большой такой, и может он попробовать и пораньше, и в 12, и в 14, ну, как на это сложатся обстоятельства, конечно. И будет спорить с родителями, что он уже большой. И вот, что отсюда вытекает, родители сами своими руками запрограммировали своего ребенка к алкоголепитию, получается. И как вы думаете, кто сопротивлялся более всех, когда вот я принесла такую идею, что мы больше не празднуем с бутылкой шампанского, и я выкидываю из дома все рюмки. Как вы думаете, мой муж, который вот на работе там с друзьями временами мог выпить, или там женщины моей семьи, так скажем. Вот, как ни странно, мой муж согласился, он сказал, хорошо, в праздник мы не будем тут дома с бутылкой встречать. А вот моя мама и моя тетя, они были против. Моя мама сказала, что раз у вас в Новом году не будет шампанского, я иду к сестре отмечать Новый год. Представляете? А потом я сказала, выкидываю рюмки. А сестра, мамина тетя моя, пришла и хрустальные рюмки мои забрала. Я не хотела ей отдавать. Это плохо, все, давайте выкинем. Она говорит, нет, как это так? Пусть... Еще такую поговорку сказала она. Я с вами делюсь даже своим личным опытом, чтобы было более-менее так реалистично. Вот это мой реальный путь, да, к свободе, без зависимости. Я с вами делюсь своим вот откровенно, да, своим личным. И вот тетя говорит, что поговорку такую еще. Пусть лучше пьют за столом, а не за углом. Типа народная мудрость. А я говорю, ну, тетя, вот по имени, нельзя вам, у вас же муж начинает, и сын уже подрастает. Нельзя вот допускать вообще в дом вот это зелье. Сами женщины, если мы будем поддерживать это, как же нам дальше-то жить? Ну, она это не слышала, а потом... И мама 3 года праздновала у них Новый год, а потом раз она не ушла. Дома осталась. Я говорю, почему не идешь, говорю. А она такая говорит, там выпьют, там это сын и отец, и между собой там начинают конфликтовать. Мне это не нравится, говорит.
А потом начала вот эта тетя прибегать, говорит, вот сын с отцом там сцепились, можно у вас переночевать? Конечно, говорю. А потом они там, значит, дома одни остаются, она звонит им, что-то разговаривает, говорит, ой, еще что-нибудь с домом сделают, я лучше пойду домой. Мы ее отговариваем, да что там дом, здоровье свое побереги, останься у нас, не ходи туда. Она все равно уходила. И потом она заболела, что гипертоником она стала, затем и нервная болезнь. Она умерла из-за нервной болезни до исполнения 60 лет. Она была моложе, чем я, когда ее не стало, и эта трагедия для нас, конечно, семейная была, и поэтому я с вами делюсь, чтобы вот такой трагедии ни в какой семье не было, и всегда я говорю, что когда один пьющий человек в доме, женщина может выдержать, а когда двое пьющих, там женщина погибает в таком доме. И нельзя такого допускать, какая бы женщина ни была сильная, решительная, она не может противостоять двум пьющим вот мужчинам, это невозможно. Поэтому нельзя своими руками же вот зло впускать в свой дом и завладеть твоим домом, вот этому злу, понимаете? Вот к этому я вас и хочу призывать. Так, вторую презентацию, пожалуйста, включите. Угу. Фото не будете показывать? Вот у меня презентация есть, да, такая, что алкоголь – враг номер один. Должны были вот это показывать, но сказать, что по техническим причинам у них не получается. И почему вот называется алкоголь – враг номер один? Вот я же вот говорю, мы своими руками впускаем в дом это врага. И заметьте, алкоголь – это враг номер один, а не человек, который злоупотребляет алкоголем. Это жертва, скорее всего. Это никакой нам не враг. И почему-то думают, что трезвенники, пропагандирующие люди, там, педагоги или там, социальные работники, как будто они чуть ли не ненавидят вот, пьющих людей. А на самом деле это не так. Мы пытаемся помочь людям. И Шичко Геннадий Андреевич также вот учит, что человек – это жертва программы с самого детства. Он же не виноват, что когда он был маленьким, ему родители вот показывали, что пить алкоголь, курить табак – это нормально. Все так делают, да, и они выросли с таким мнением. И когда в мультиках или в кино там курят, распевают, они тоже идет программирование извне. И человек, конечно, в этом не виноват, но мы пытаемся образумить, что алкоголь – это не человек. И когда я вот говорила в тот раз, что я работала директором детского приюта, и когда дети к нам поступают, они говорят, что у меня мама пьет, папа пьет, я их вот это ненавижу прямо. И мы им всегда говорим: нет, ваши мама и папа – это хорошие люди, просто они не знают, они заблудшие. А вот именно алкоголь, вот он плохой. Угу. И когда ребенок разницу вот эту чувствует, он начинает уже жалеть своих родителей и относиться негативно к самому алкоголю. И также с родителями мы работаем убеждением, словом, чтобы они перепрограммировались, да? И в праздничные дни у нас похожи на военные сводки, да, вот и новогодние дни очень много случаев трагических произошло, опять же, по вине пьяных людей, пьяных водителей, то там, значит, произошли драки, то тут убийства и так далее. Поэтому более-менее разумный человек должен задаться вопросом, почему так происходит. И у каждого есть выбор. Но мы продолжим после рекламного блока. Сейчас реклама.
Продолжаем наш урок. Тема урока «Светлый путь без зависимостей. Шаг к свободе». И хочу сказать, что зависимые люди, у них стадии разные. И когда иногда порой даже например, в запущенной стадии даже люди хотят бросить пить. Бывает, что такое даже такая дилемма, они испытывают именно тяжесть своей привычки, они погружаются в весь тот негатив, который окружает пьющего человека, и они хотели бы избавиться, но культурные питейщики им не дают окружение. Они хотят, время от времени отмечать, выпивать. Поэтому призываю вас быть сознательными и отказаться всем миром от этого пагубного зелья, от этой пагубной привычки. Ведь Шичко сказал, что трезвость – это современный патриотизм. Он так сказал. Люди ради своего народа даже готовы на любые лишения, на любые даже на пытки, могут идти под расстрел, да. А что нам стоит отказаться всего лишь от того малого, что может спасти целую нацию, целый народ? Не пить шампанское в Новый год, дело за малым. Понимаете, я обращаюсь к разумной части общества, к учителям, педагогам, к социальным работникам, да. Давайте мы своим примером будем воодушевлять людей, чтобы дома наши святая святых оставались чистыми, светлыми, чтобы никакое зло туда не пробралось, да. И, например, бывают ситуации, когда человеку нужна экстренная помощь, и тогда на помощь приходят наркокабинеты. И правильно, что людей туда везут. Мы не говорим, что можно только словом лечить, да. Надо приходить на помощь, ставить капельницы и так далее, спасать жизнь порой, потому что это же ужасное негативное влияние имеет алкоголь на весь организм и на все органы человека. И хочу наркокабинет очень замечательный работает, «Лотос», где работает Лия Михайловна Неустроева, замечательный нарколог-врач. Номер этого реабилитационного центра 8 914 820 90 39. Можете на повтор, да, повернуть, если не расслышали. Еще раз повторю. 8 914 820 90 39. Это наркокабинет. А если вы желаете, например, пригласить меня на лекции среди учащихся или работников, могу продиктовать свой тоже номер 8 924 461 97 35. И далее продолжаем нашу тему. Алкоголь, яд мы говорим, да? А почему яд? Оказывается, у любого яда есть смертельная доза. Это 4 грамма на килограмм. Например, человек выпьет 560 литров спирта, и он может умереть. Если вы пол-литра выпьете молока, например, да, может человек пострадать, или сока брусничного, или там напиток какой-нибудь. Может человек пострадать? Нет. И это доказывает, что алкоголь является ядом. И также во время Первой Отечественной войны, кроме того, что алкоголь является ядом, он еще и наркотик. И имея в виду это, потому что при Пирогове еще Ассоциация ученых-медиков вывела, что алкоголь, спирт является высокодействующим, сильнодействующим наркотиком. И пытались использовать как наркоз при операциях во время Первой мировой войны, но быстро от этого отказались, потому что очень легко было превысить тот объем,
тот уровень, когда пациент, значит, уходил, значит, в наркотический сон и смерть, которая наступала при малейшей передозировке этого вещества. И поэтому очень много было смертей, поэтому в дальнейшем от этого отказались. И как добывается этиловый спирт, многие не знают. А это продукт жизнедеятельности таких грибков. Дрожжевые грибки это такие как бы бактерии, которые запускают, значит, в любой биологический продукт. Это может быть виноградный сок, это может быть настойка риса, да, настоянная на воде настойка риса, так, или там на опилках даже делали, мы знаем, во времена Хрущева. И показывают в фильмах, например, да, «Укрощение строптивой». Почему, спрашиваю всегда, почему ногами вот топчут этот виноград? Вот для нас это как-то нонсенс какой-то, да, прямо ногами забираться туда, в эту кадушку с этим виноградом, растаптывать этот виноград такой спелый, наверняка вкусный. И спрашиваю всегда, почему так делают, почему надо топтать ногами-то? А ответ в чем? Вот связь сделаем. Дрожжевые грибки, ноги и виноград. Грибки где у большинства людей находятся? На ногах. Вот. Таким образом, значит, издавна повелось, что вино делают и топчут ногами, чтобы туда перепали вот эти самые дрожжи. Да, откуда они дрожжи-то возьмут раньше, вот вообще в древние времена, например, только вот таким естественным путем, как бы туда ногами залезть в этот виноград и потоптать его, значит, и очень быстренько там будет идти процесс брожения. И вот оказывается, вот эти грибки, они пьют. Значит, как все живое существо, оно питается, и тут же оно начинает свои вот, значит, туда опорожняться, в эту кадушку или бутыль, где они находятся. Они опорожняются жидким таким, значит, жидкими экскрементами. Вот вкусный сок они едят. Люди вместо того, чтобы самим кушать, они начинают туда запускать вот этих бактерий, да. И затем, когда претерпевает, значит, такой процесс идет, что моча достигает у них 11%, тогда они погибают, эти бактерии, эти грибки. Погибают, и в виде осадков вот они внутри, вот моча тут, она вот желтеньким выделена, там это и кал, и моча все вместе, и они вот трупики, да, и они задыхаются и погибают. Ага. И тогда они, значит, удаляют вот эти трупики, сразу пускают в производство, тогда это будет вино, значит, ну, свежеразливное как бы. А когда 2 года они постоят, вот через 2 года они могут умереть, и вот эти бактерии. Через 2 года это вино уже марочное, как бы без трупиков, без осадков, не мутное вино, это уже, дескать, марочное, качественное, потому что там трупиков вот этих грибков нету. Поэтому, дескать, мы такие культурные, пьем только без трупиков, да? Ага. И как делается вот шампанское, я в тот раз говорила. Погуглили у Жданова домашнее задание, сделали, и вот он там объясняет, что в штольнях шампанское слово произошло от слова «шампань», это провинция Франции, где, значит, именно в горах штольни прорубают, и там под горой вот в такие штольни, там в гнездышке, вот эти самые вина с трупиками, вот с определенными сортами разными виноградными, туда желтые, красные, видите, они туда, значит, и на хранении лежат.
И приходит, и это там тепло, там какой-то температура там 14 вроде бы должна придерживаться, сыра, значит, там темно, хорошо, вот, значит, дрожжам размножаться там в этих бутылочках. И вот приходит такой момент, когда вот в эти пещерки, такие штольни, значит, вкатывают вот прожектора. Вот видно, да, здесь далеко вот это сильные прожектора туда вкатывают и включают через 2 года, когда думают, что созрели вот эти уже вина наши. И когда включается сильный свет, привыкшие, ну, это тоже биологические как бы существа, вот эти грибки, и они от сильного света, у них начинается агония, и так они долго там находились при смерти уже, и начинают, значит, интенсивно испражняться экскрементами своими, и еще туда из-за неожиданности у них добавляется вот газообразование. Вот Жданов Владимир Георгиевич это называет пуками и говорит, вот они поднапукали, и от этого пука нам в праздник и досталось. Вот так он иронизирует. Так, ну, конечно, вот от алкоголя значит, образуется вот, ну, пиво любит наша молодежь, допустим, да, и пивной живот вот у людей, потому что в пиве хмель, а хмель содержит женские гормоны эстрогены, у мужчин начинают расти груди, выпадать усы и так далее. И по женскому типу у них округляется живот, они похожи на беременных женщин и так далее. И на печень тоже воздействует, мы знаем, что вот это цирроз печени, вот печень с волдырями в разрезе, она вот такая страшная. Сначала печень увеличивается, когда борется с токсинами. Печень у нас это такой универсальный орган. Он у нас и чистит от токсинов, он у нас и перерабатывает, значит, пищевые, значит, там вещества на витамины разлаживает, перерабатывает. И это можно сравнить печень с фабрикой. И вот бедная печень, она первая бросается на борьбу с алкогольными токсинами, и вся вырождается. Она сначала увеличивается, как я сказала, и врачи констатируют увеличенную печень, гепатоз, а затем она сжимается, и тогда она становится твердой. И тогда уже выделяет, значит, тоже эксудаты, это уже ацид называется, уже тогда печень уже погибает, и вот рядом нормальная печень такая, гладенькая, а тут вот она вся вот такими волдырями она пошла, да? Угу. И мы знаем, что очень много людей от цирроза печени у нас погибли, многие таланты, и какие бы они ни были, умные, гениальные, с сильной волей и так далее. Вот алкоголь, к сожалению, очень много случаев, когда он побеждал вот эти, казалось бы, сильные личности, которые были в свое время вот прямо кумирами публики, да, мы знаем там Высоцкий и так далее. И сам процесс, значит, опьянения. Что происходит, когда вот алкоголь к нам попадает в кровь? Ну, мы знаем, что есть эритроциты, вот такие круглые кровяные красные тельца. Они назначены для того, чтобы переносить кислород. Мы, ну, есть латинская там поговорка «dum spiri spero», это значит, пока мы дышим, мы живем, да? Ну, пока дышу, надеюсь, но мы живем, пока мы дышим.
И когда человек выпивает алкоголь, вот они гладкие, видите, они такие лоснящиеся, жировым вот налетом таким, и друг от друга отталкиваются. Они не должны слипаться в кровяном русле человека. Но когда человек выпивает алкоголь, будучи, являясь, значит, растворителем, растворяет эту жировую прослойку, и они начинают слипаться. Вот они слипаются и образуют закупорку, вот тромбы образуют, да, древовидные конгломераты, они плавают в русле. И вот, а мозг у нас какой? Мозг, к каждому нейрону так устроен мозг, что каждому нейрону идет маленький капилляр, куда просачивается по одному вот эритроциты. А когда человек выпил, то уже что происходит? Закупорка вот этого маленького канальца, который ведет к нейрону. И, значит, 5-9 минут, и уже клетка погибает. Вот почему вот всегда говорю, что человека, почему надо быстрее, чтобы он пришел в сознание, когда человек там утонул или что-то сделал, надо быстро реанимационные действия делать, потому что мозг может погибнуть. Понимаете? А сколько вот, когда человек выпивает, сколько мозга погибает? Вот видите, кладбище нейронов, это на следующий день, когда человек выпил. Поэтому говорится, опьянение – это и есть что? Кислородное голодание. На самом деле человек, я пьян, такой довольный ходит, а на самом деле его мозг кричит в это время: сос, я погибаю, помогите мне. А он это довольный там еще пытается танцевать и так далее, да? И поэтому вот говорится, кто вечером пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Видите, как страшно. Поэтому говорят, он пропил свой мозг. В конце концов, у человека остается совсем крошечный мозг. И уже на автомате вся жизнь у него держится уже. Да? Там уже и спасать-то нечего бывает. Чтобы до этого не дойти, нам нужно делать первые шаги. Именно первый шаг к свободе – это отказаться от спиртного в празднике. Именно вот шампанское, самое вредное – это шампанское, да? Поэтому будьте свободными. И надо говорить, мы не рабы, и рабы не мы. И мы будем свободными от всякой зависимости. Ну, мы заканчиваем нашу передачу. Всем благ и трезвости. Спасибо за внимание.